Сегодня прошел очень хорошо ифтар в деревне Салауш. Салауш деревня, это всегда была здесь центр колхоза Пушкина. Это была самая большая, знаковая, значимая деревня во всей округе. Да? Поэтому здесь проходит центральный сабантуй, и мы не случайно здесь, значит, провели сегодня ифтар. Мои родители, значит, со стороны матери и отец, и оба дедушка и бабушка именно с Салауша выходцы. А у меня, значит, отец у отца, значит, отец из Уразаева, а значит, мать из Исамбаева. Вот. Мы особое внимание, наша семья всегда уделяет, значит, мусульманству. Во-первых, за счет мусульманства татары сохранили свой язык, свою культуру, свою самобытность. Именно за счет мусульманства. Именно когда у татар не было своей страны, будем говорить, да, своего государства, именно вот, значит, хазряты наши через вягази, через проповеди, вот, еще на арабском языке все тогда писали, была сохранена наша культура и наш татарский язык. Вот. Так получилось, что в жизни в нашей никогда ничего не бывает случайным. Да? И, наверное, не случайно то, что Мухлиса Буби приезжала в Уразаево и останавливалась именно у нас дома. Она ночевала только у нас дома, значит, дружила с семьей моего деда, получается, Шакырт деда. И по ее наставлению и по ее направлению он потом, значит, по ее стопам пошел учиться в медресе в Уфу. Он также какие-то курсы получал, значит, вместе, вот по ее рекомендации в Ишбубе. И он был единственный шакырт, единственный ученый шакырт на всю округу, на оставшиеся здесь деревни татарские. Но, к сожалению, была тогда политика НЭПа, и, значит, революционные вот эти ситуации, всю семью нашу с Уразаева, значит, сослали в Челябинск, в Магнитогорск. И вот он, как старший брат, единственный остался, как вроде переселился в баню. Вот, все наши родственники уехали. В нашем доме потом был клуб, в нашей конюшне потом была, значит, контора, а в другом, значит, подсобном хозяйстве были другие помещения. Тогда еще здесь красная власть, коммунисты, когда здесь пришли, у нас наш дед, это была основа деревни, держалась как вроде на нем, потому что все рабочие так или иначе работали у них. Вот, поэтому он был как основа этой деревни. И вот пришлось им покинуть все это, значит, а мой дед потом переселился, и он был, поскольку ученый степень шакырта у него была у единственного на всю округу, и тогда он придумал методику. Было категорически запрещено писать арабскими буквами, арабский шрифт, перепись, это все было запрещено. Он научил мою бабушку, научил своих детей, научил в округе очень много людей. Десятки людей по его методике выучили намаз. Да? Без писанины. Получается, у него была методика, основана на... просто зубрили по четверостишью, значит, по несколько строчек. И так, во-первых, было зубрение, во-вторых, было глубинное понимание, анализ и, значит, суть Корана, суть намаза. Значит, вот это все преподал во всех окружающих деревнях мой дед Шакырт Бабай. Получилось, что нас как-то все деревни, поэтому нас называют Шакырт на селе. Шакырт на селе. Мы соответствуем этому прозвищу, можно сказать уж, да? Значит, ну, одно дело соответствовать, а второе дело еще нести ответственность за все эти деревни от нашего деда, за это мусульманство. Поэтому не случайно мы здесь проводим ифтары. Мы сыграли, конечно же, огромную роль в распространении здесь ислама, вот, например, в деревне Красный Бор. Да? Мы ходили просто по домам 20 лет назад, 15 лет назад по домам ходили, агитировали на строительство мечети, потом с местной общиной мусульманской мы там построили мечеть. Да, вот она до сих пор работает, прекрасно, значит, очень это нас радует. Поэтому вот мы, значит, Ямалеевы, мы Тулбаевы, мы ответственны за мусульманство в данных вот регионе, на эти там 10-15 татарских деревень в округе.
В деревнях проводят ифтары. Чем отличался сегодняшний ифтар от других, да? То, что наша задача была пригласить всех хазряты со соседних деревень. Чтобы сегодня, вот, например, сегодня на мероприятии присутствовали хазряты из 4 деревень. Да? Вот представители Красного Бора сегодня были, Каранды, значит, Ямурзины, Салауша, Уразаева, да? Вот это было очень важно, что на ифтар собираются, значит, хазряты вот с 5-6 деревень. Вот это было, мне кажется, очень знаково. К сожалению, на такие мероприятия очень мало ходит наша молодежь. Да? Конечно, в будущем вот мы поставили себе задачу, и нашим родственникам это относится, и в будущем, значит, татарам, чтобы на эти мероприятия приходили больше молодежь, чтобы была преемственность поколений, понимание. Еще раз повторяюсь, потому что ислам – это основа сохранения татарского языка, культуры, и, значит, ислам – это идеологическая составляющая татарской нации.